ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 8:45, городская администрация. Традиционная пятничная планерка. Началась встреча с мэром с приятного, с поздравления спортсменов и выдачи им региональных наград. После перешли к насущным проблемам. Неудивительно, что одной из первых подняли тему бродячих собак. Последней каплей в бочке терпения местных стало видео лыжника, повстречавшего свору из 30 псов. Ситуация не меняется в лучшую сторону уже не первый год. Теперь же головной боли ответственных за этот аспект городского порядка прибавилось и обновленное законодательство по гуманному обращению с животными. Как отметил начальник управления ЖКХ, пока эта ситуация безвыходная. Есть в муниципалитете контракт на стерилизацию и передержку животных. В прошлом году на это было выделено 600 тысяч, в этом году сумма в 2 раза выше. Документы по поводу стерилизации, передержки и все как положено, согласно контракту, с фотографиями, со справками ветеринаров, все проверяется. А чипировали? Все документы нам предоставляются. Пока новый конкурс на стерилизацию и передержку бездомных барбосов не разыгран. Но на следующей неделе будет заключен прямой договор с подрядчиком на 100 тысяч. В среднем на эту сумму отловят примерно 25 собак. Отсюда получается до 100 тысяч количество собак. Если одна собака порядка 6 тысяч, вот 25 особей, они и прописаны. Так что гуманизм гуманизмом, а каждая дворняжка влетает ухти в копеечку. Причем на популяцию бродячих псов это никак не влияет. Заключили договор, пусть это будет не месяц, пусть они за 10 дней поймают. Можно дальше другой договор заключать. Но целый месяц ловят 25 собак, даем им 100 тысяч рублей, надо вам еще покормите, помойте, все остальное. Неправильно. Как отметил мэр, к этой теме он еще вернется и кажется, что не один раз. Проблема для города стала классической, как, впрочем, и тема снежных заносов. С приходом весны и началом таяния льда в некоторых местах просто не проехать, не пройти. Но, как докладывает спецавтодор, работа ведется активно. За последнее время было вывезено 28 тысяч кубов снега. С улиц города продолжали увозить валы с песком. Вот то, что мы накидали на газон, это проспект Зеленова, улица Кремса, проспект Космонавтов, Южный склон, улица Синякова. Также аэропорт мы, не забываем, молодежную вывозили. Также с тротуаров основную массу снега мы вывозили. С проспекта Ленина мы его полностью почистили. Космонавтов мы на 50% почистили. Улицу Первомайскую, тротуар по Юбилейной, по 30 октября, проезд связи, Кремса, улица Октябрьская. На что мэр резонно отметил. Вроде большая часть городских улиц в этом перечне есть, а картина в итоге все равно неприглядная. Кажется, на следующей рабочей неделе спецавтодору придется мобилизовать все свои силы. Также было дано указание от мэра вывести в ближайшее время снег, который уже ранее был собран в куче. Указание о приведении в порядок некоторых городских объектов получило и Управление архитектуры. Магомед Османов потребовал от руководителя ведомства до 1 июня решить проблему с постройками-брошенками. В перечне 7 объектов, такие как Старая баня на Первомайской и металлический каркас на перекрестке этой же улицы с Октябрьской.